Победы 9 мая 2022 года. Организатор мероприятия арт-сообщество Арт-Авеню. Здесь направо от меня находятся павильоны с замечательными мастерами, которые изготавливают поделки ручной работы. Проводят мастер-классы, платные и бесплатные, для детей и взрослых. Итак, театральная студия «Гамаюн». Елена Цымбалова. Это дружба и мечты. Детство это краски роды. Детство это яркий ты. Люди на большой планете должны всегда дружить, должны размеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться Дети войны, и веет холод. Дети войны, и пахнет голодом. Дети войны, и дымом волосы. На челках детских седые волосы. Земля омыта слезами детскими, детьми советскими и несоветскими. Какая разница, где был под немцами, вдыхал лица или освенцами, их кровь олеет на плацах маками, трава поникла, где дети плакали. Дети войны, боль, отчаяние, и сколько надо им минут молчания. Дети переносят войну иначе, чем взрослые. И записывают эту войну, все ее ужасы и потрясения, они по-другому. Возможно, потому что дети безоглядны. Они наивны, но в то же время и честны. В первую очередь, перед самими собой. Дневники военных детей – это свидетельство удивительной наблюдательности и беспощадной откровенности, часто невозможных взрослому человеку. Дети замечали явления быта, приметы войны более точно, чем взрослые, лучше реагировали на все происходящие перемены, их дневники ближе к земле, и их свидетельства и доказательства более важнее для историков, чем дневники взрослых. Одна из самых страшных глав этой книги – самая первая. Ужаснее всего в блокадном Ленинграде, насколько я тогда могла заметить, были бомбежки и артобстрелы, темные улицы и дворы, где не было никакого освещения. Разрывы бомб и снарядов. Это была смерть видимая, к которой они не могли привыкнуть. Голод. Детям гораздо труднее, чем взрослым, было перетерпеть его. Наверное, потому что они еще не умели
уговаривать, заставлять себя, и от того еще больше страдали. Вот почему так много строгой страниц в дневниках посвящено мыслям о еде, мукам голода и последующих муках совести. Чем эти дневники были для них, тех, кто их писал? Почти в каждом дневнике прочитывается: мой единственный советчик, мой лучший друг. Дневник не пишут, дневником говорят. Нет ближе существа, чем эта тетрадь в коленковой обложке, блокнот, альбомчик с ладонью. И эта близость, эта потребность, зачастую она возникает именно в первый день войны, когда и были начаты многие из опубликованных в этой книге дневников. Разыскать эти дневники было непросто. Если сегодня кого-то не принимают свидетельства взрослых, то примут слова детей. И детям нынешним слышнее будут голоса их сверстников, а не взрослых, которые вещают с высоких трибун. Ведь одно дело, когда учитель в доске рассказывает тебе о войне, и совсем другое, когда это делает твой школьный товарищ. Конечно, все мы боимся, страшимся, не хотим новой войны. Читая дневники детей минувших, войну становится еще страшнее. Сохрани мою печальную историю на своих страницах. А потом, когда это будет нужно, расскажи обо всем моим родным, чтобы они все узнали. Конечно, если они этого пожелают. Мне было 8 лет, когда началась война. Хорошо помню, как родители бежали к сельскому клубу, и тут, на высоком столбе, висело радио, большая черная тарелка. Там собрался весь поселок. И тут, когда радио объявило о начале войны, наши мамы заголосили, а мы, ребятишки, поняли, что происходит что-то страшное. За холодом и голодом нагрянули болезни. Особенно тяжело болели дети. Я запомнила себя часто болеющей, очень слабенькой девочкой, укутанной в постели спиной к теплой печи. Я не могла ходить, настолько были бессильны мои ноги. Надо было лечиться и соблюдать нормы гигиены. Но как? Лишнего куска мыла не раздобыть. Поэтому стирку белья проводили в щелочной воде, достойно на древесной зале. Полоскали брикет зимой в городе. Летом с востока. Я научилась молиться. Часто вспоминаю, как в войну я научилась молиться. Сказали «война». Я это, понятно, в 5 лет не воображала никаких картинок, никаких страхов. Но от страха, именно от страха, уснула. И спала 2 дня. 2 дня лежала, как кукла. Все думали, что я умерла. Мама плакала, а бабушка молилась. Она молилась 2 дня и 2 ночи. И вот я открыла глаза. Первое, что помню, свет. Яркий-яркий свет. Мне от этого света стало больно. Слышу чей-то голос. Узнаю. Это моей бабушки голос. Бабушка. Бабушка. Позвала я ее. Она не обернулась. Не поверила, что это я ее. А я уже проснулась. Открыла глаза. «Бабушка», — спрашивала я потом, «а как ты молилась, когда я умирала?» «Я молилась, чтобы твоя душа вернулась», — ответила она. Через год наша бабушка умерла. Я уже умела молиться. И молилась Богу, чтобы ее душа вернулась. А она не вернулась. Я оглядываюсь назад с улыбкой, с удивлением.
Неужели это было со мной? В день, когда началась война, мы пошли в цирк со всем классом на утреннее представление. Ни о чем не догадывались. Ни о чем. Взрослые уже знали, а мы нет. Хлопали в ладоши, смеялись. Помню, там был большой слон, слонище. Танцевали обезьянки. И вот, высыпали мы все вместе весело на улицу. А люди идут зареванные. Война! Все дети, ура! Обрадовались. Война нам представлялась так. Люди в буденовках и на лошадях. Теперь мы себя проявим, поможем нашим бойцам, станем героями. Больше всего я любила читать военные книги. О боях, о подвигах всякие там мечты. Как я склоняюсь над раненым бойцом и вытаскиваю его из дыма, из огня. Дома всю стенку над столом я обклеила военными фотографиями из газет. А тут настоящая война. Закончилась школа, и в мае 41 года родители отвезли меня на лето в пионерлагерь. Приехал, один раз искупался, а через 2 дня война. Нас посадили в поезд и повезли. Летали немецкие самолеты, а мы кричали «Ура!». То, что это могут быть чужие самолеты, мы не понимали, пока они не начали бомбить. Тогда исчезли все краски, все цвета. Они у вас разновозрастные? Впервые появилось слово «смерть». Все стали говорить это непонятное слово. А мамы и папы нет рядом. Из интернета. Это по желанию? Да, да. Это все безоплатно? С оплатой. Когда уезжали Абонемент. из лагеря, каждую наволочку что-то насыпали. Кому крупу, кому сахар. Даже самых маленьких не обошли. Всем давали что-то с собой. Пытались взять как можно больше продуктов. Но в поезде мы увидели раненых солдат. Они стонали. Им было так больно. Хотелось все отдать этим солдатам. Подними. Подними. Сумочка такой женской, и шоу. Была рядом с нами очень хорошая, добрая женщина. Она видела все наши переживания и сказала маме: пусть ваша дочь помогает мне по хозяйству. Уж очень я была хилая. Она мне показала, что где лежит, и ушла в поле. Я подойду к столу, а брать боюсь. Мне казалось, что если я дотронусь хоть до пальцем, то все исчезнет, что это сон. Я не то что есть, я даже пальцем боялась крошечку тронуть. Лишь бы это все не переставало существовать. Я лучше буду смотреть, долго буду смотреть. То сбоку, то сзади подойду. Так за весь день ничего не съела. А у этой хозяйки были овцы, куры. Она оставила мне масло, яйца. Приходит хозяйка, спрашивает: ела? Отвечаю: ела. Ну, иди тогда домой, а это маме отнеси. Дает мне хлебушка. А завтра снова приходи. Прихожу я домой, а эта женщина за мной. Я испугалась, не пропало ли чего. Она целует меня и плачет. Что же ты, дурочка, ничегошеньки не ела? Почему все на месте лежит? И гладит меня по голове. Черное небо, черные, толстые самолеты. Они гудят низко, над самой землей. Это война, как я ее помню. Помню отдельными проблесками. Нас бомбили, а мы прятались в саду за старыми яблонями. Все 5. У меня было еще 4 братьев. Самому старшему 10 лет. Он научил, как надо прятаться от самолетов за большими яблонями, где много листьев. Мама собирала нас и вела в погреб, а в погребе страшно. Там жили крысы с маленькими сверлящими глазками, которые горели в темноте. Горели неестественным блеском. Еще крысы ночью повизгивали. Играли. Когда немцы зашли в хату, мы спрятались на печке под старыми тряпками. Лежали с закрытыми глазами от страха.
нам на хутор зашла группа красноармейцев. Они жадно пили воду из колодца. И когда над нашим небом пролетели 4 наших самолета с отчетливыми красными звездами, мы закричали: «Наши! Наши!» Но вдруг из ниоткуда появились маленькие черные самолеты. И там вдалеке что-то зазвучало. Нет, затрещало, как будто бы кто-то рвет клеенку или полотно, но только громче. А потом наши самолеты с огнем и дымом начали падать на землю. Я еще не знал, что тот звук означал пулеметы. И так звучали пулеметы вдалеке. А потом красноармейцы заплакали, не жалея своих слез. Когда мне приходилось смотреть фильмы на нашем хуторе, красноармейцы никогда не плакали. А сейчас они плакали, не жалея своих слез. Шли в какой-то деревне. В одной хате было открыто окно. И там, видно, недавно пекли картофельные пироги. И когда мы приблизились, брат услышал запах этих пирогов. Он потерял сознание. Я зашла в хату, хотела попросить кусочек для брата, потому что он бы не поднялся, а я бы его не принесла. Сил мало. В хате никого не нашла, но не удержалась и отломила кусочек пирога. Сидим и ждем хозяев, чтобы не подумали, что мы воруем. Шла хозяйка. Она жила одна. Она нас не отпустила. Она сказала: «Теперь будете мои дети». Как она это сказала, мы тут же с братом за столом заснули. Так нам стало хорошо. У нас появился дом. Скоро деревню сожгли. Людей всех тоже. Нашу новую тетю. И мы остались жить. Потому что рано утром шли за ягодами. Сидели на горке и смотрели на огонь. Уже все понимали, не знали, куда нам идти. Как найти еще одну тетю? Только эту полюбили. Мы даже говорили между собой, что будем называть нашу новую тетю мамой. Такая она хорошая. Она всегда целовала нас на ночь. Нас подобрали партизаны.